прямом эфире «Чеченские вести». Я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится вторник, 16 декабря. Легендарному ансамблю 35. Поскольку у нас фольклорный ансамбль, мы не имеем права уходить во что-то современное. Естественно, мы старались в ногу со временем все, но сохраняя наш национальный колорит, наши корни. Рамзан Кадыров поздравил коллектив Нохчо на юбилейном концерте. По следам прямой линии. После обращения к Рамзану Кадырову жительницы передали комплектующие слухового импланта. Мечты сбываются. Прямо эфире обращение нерсайн харжак аверлок езарэл сондака хумда сайн уешер сонежох такар сауп естественно цадыкше всех сон яяр. Раяне Сусаевой вручили оверлоки и пообещали поддержку в получении профильного образования. Изящество, грация, великолепие костюмов, мастерство артистов, и все это под зажигательной композиции. На протяжении 35 лет ансамбль Нохчо радует своим искусством. Рамзан Кадыров посетил юбилейный концерт. Творческий коллектив прошел значительный путь, постоянно обновляя репертуар и создавая эталоны народного искусства. Артисты ансамбля покоряют сердца зрителей, собирают восторженные аплодисменты в престижных залах мира. О хранителях традиций Лимда Джамалдинова. Юнади Талаев – молодой артист балета государственного фольклорного ансамбля «Нохчо». Танцами занимается с детства, в коллективе состоит с 2012 года. С самого раннего возраста Юнади мечтал о танце, и именно родители привели его на путь, который ныне стал его призванием. شورت نخیت بلس ویگو خل مول پستین تعطیق لش سوال خیست و شول ابو شول عمل واقعینس دادن مت برش ادو خزنی اصلا جو دروجنی بباغ بیش بباغ بیر باش بو باش جو بیزر بیز بیر بو باغ بیز شال و جو بور بسر اتبع بسر ده سنه ده هاي. История ансамбля «Нохчо» началась задолго до официальной даты его создания. В конце 80-х в Москве в стенах ГИТИСа встретились будущие соавторы проекта. Режиссер Хусейн Гузуев и балетмейстер Аднан Мажидов. Постоянные разговоры друзей о культуре постепенно сложились в идею уникального коллектива, такого, которого в республике тогда еще не было. Вернувшись домой, каждый занял свое место в профессии, но столичный опыт и амбиции не позволили ограничиться. Хотелось работать с фольклором шире, объединяя танец, музыку, слово и сценическое действие в едином пространстве. Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» был создан 15 декабря 1990 года. Тогда нас было всего 30 человек, когда мы начинали. Конечно, было очень тяжело. А сегодня, вы видите, огромное количество людей. Это танцоры, это музыканты, это вокалисты, это педагоги. Огромное количество. Из такой небольшой горстки людей превратился в огромный коллектив, который известен не только у нас, в республике, но далеко за рубежом. Коллектив, который имеет свою самобытную программу, свой самобытный почерк, ни на кого не похожий, ни на один коллектив Кавказа. Это уникальный коллектив своего рода. И это достояние культуры нашего народа. И пока будет существовать чеченский народ, будет существовать коллектив, который называется «Нохчо». Репетиции проходили без условий и бюджета. В зале общества глухонемых. Костюмы шили из подручных материалов, а реквизит собирали по знакомым. Тем не менее, уже первая премьера «Кладезь чеченских традиций» показала, что коллектив нашел своего зрителя. И со временем «Нохчо» получил статус государственного. На долю ансамбля выпало немало трудностей и невзгод. Но несмотря на это, коллектив сохранился. И сегодня, спустя 35 лет, «Нохчо» – это признанный международный коллектив, гастролирующий по миру. Лауреат престижных фестивалей, обладатель современной базы, талантливой молодежи и профессиональной команды хореографов.
Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» отметил 35-летие большим юбилейным концертом. Разделить это событие с коллективом прибыл Рамзан Кадыров вместе с семьей. В фойе почетного зрителя встречало театрализованное действие «Чеченские адаты». Разговор старейшин о памяти традиций, передавшихся нам от предков. Далее действие перенеслось в зрительный зал. Программу вечера открыла композиция «Мехкда». Видеоролик продолжил линию истории ансамбля, после чего сцена вновь вернулась к танцам. Постановка «Нохчичо» предстала более лиричной, с акцентом на пластику и взаимодействие артистов, сменяясь вокально-хореографической композицией «Эрджа Верта». На сцене видит масштаб и точная работа. Нохчо держит план, не теряя деталей. Движений, музыки в темпе. За этим концертом стоит их талант и кропотливый труд. Особое внимание зрителей приковал танец «Гаргулин безом» – лирическая постановка, построенная на образе лебедей. Движения здесь мягкие и плавные. Артисты словно парят над сценой. В массовом сознании чеченцев часто ассоциируются образом волка, символом выдержки, достоинства и стойкости характера. Коллектив поставил номер «Берзан Амал». На сцену с теплом и уважением вышли бывшие руководители коллектива, которые долгие годы сохраняли и развивали национальное музыкальное и танцевальное искусство. К собравшимся обратился министр культуры Чеченской Республики. Assalamu alaikum, sürdükül, maseri marşvoylar memekda, Ahmet Hacı Ramzanvoy, Sankıytırda, Şirdödül, Bağla Bağdoşu, Şerdon Çekki Yoşneha, Bela Şuarta Boşneha, Hain Kultur, Yezer Goyçatana, Tuzi Havena, Xanekya, Dala Dickens Birkan Boylon, Dala Şirdödül, Amel Deştek, Dikkan Çuadon, Boabeş Haboş, Karkahiyagah, تدم سبنا تسوهينر لير عيدلو دلاحة الحمد لله ودوح لي باتشا آمد حاج دالازو تقبل دولسون إز كولتوري ويتشاني هوغارنا بعنش كادونا نقرأت شلا بعنش كاد شوبا خصمة شلا تولش مشين شلا ودوح لي باتشا آمد حاج سأل دشنش بيز كولتوري نت ناتس بوشتش تخينيز خوش بارمي علر ديش حسنا وستوشا دادا خلدات ديري سولون. Всего на юбилейный вечер коллектив подготовил 23 номера. Все они с оригинальным подходом и под звуки живого оркестра. Нохчо давно снискал любовь и признание многотысячной аудитории. К этому дню они готовились очень кропотливо, признается директор ансамбля. Очень люблю Нохчо, очень люблю, уважаю, ценю. Я, как говорю, Нохчо – это моя душа. Мы готовились очень плодотворно. Был такой трудный путь, конечно же, нервы, слезы, усталость, гриппы, все на свете. Но мы это все преодолели. Поскольку у нас фольклорный ансамбль, мы не имеем права уходить во что-то современное. Естественно, мы старались в ногу со временем все, но сохраняя наш национальный колорит, наши корни. Артисты на одном дыхании исполнили десятки номеров, среди которых как уже полюбившиеся поклонникам, так и новые постановки. Каждое выступление оставляло сильнейшие впечатления. Внуков Ахмата Хаджи Кадырова концерт тоже не оставил равнодушным. В знак признательности они преподнесли артистам букеты цветов. На торжественном вечере директору ансамбля указом главы региона присвоили медаль памяти первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Награждается медалью памяти Ахмат Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики, Ахмадова Амината Рамзановна, художественный руководитель, директор Государственного фольклорного ансамбля песни и танца «Нохчо».
Масер сюрдикел, массу марш доғылшу. Тха уггары везхаш марш воғылшу. Ларми пачах дейл рейс қылхун, ахмел дештік дал сақ дойлха, дал диканс бейқам бойлхун. Хоғмассуса йоқ дикч коллективирхун, дыггар баркал боқас, дейл рейс қылхун, ларми пачах. Массан рейс. На сцене наблюдался высочайший уровень танцевального искусства, в который коллектив вложил не только мастерство и талант, но и все свои силы и душу. От регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова все участники коллектива получили денежные премии. Кроме того, РОВ подарил 4 артистам квартиры, еще 3 получили автомобили. Некоторым присвоили звание народных артистов Чеченской Республики. Чеченская культура всегда была узнаваема. Особое внимание развитию национальной культуры уделяется на уровне руководства региона. Поддержка таких коллективов позволяет сохранять преемственность и одновременно расширять географию выступлений. Гастроли коллектива становятся большим событием в любом регионе, а после завершения у зрителя остаются только незабываемые положительные эмоции. Лимда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». А теперь по следам прямой линии главы. Многие вопросы, которые поднимались жителями и журналистами, решались профильными чиновниками уже в ходе эфира. Так, по поручению Рамзана Кадырова, министр здравоохранения передал комплектующие для кохлеарного импланта Мадине Вахалаевой. С детства она страдает тяжелой формой тугоухости. Семья не имела возможности самостоятельно приобрести необходимые детали. Мать девушки обратилась за помощью к Рамзану Кадырову во время прямой линии. О том, как мечты сбываются, репортаж Турпалали Тайсумова. На прямую линию Рамзана Кадырова Уммат Вахалаева отправила вопрос с просьбой помочь дочери Мадине с приобретением кохлеарного импланта, прибора, восстанавливающего слух. В ходе эфира главой региона было дано поручение решить проблему. В наши социальные сети поступил следующий вопрос от жительницы. Кохлеарный имплант лелуш с запчасти из кабель и аппаратом и оставили номер телефона. Электронный протез для восстановления слуха. لا متعافي كويس آدم دون چون دون حاجة عادي دون في وصول يلا عادي دون چون سمو دون يلا عادي بابين يلا. Следующим утром поступил звонок из Министерства здравоохранения. Распоряжением министра Адама Алханова для слабослышащей был предоставлен медицинский прибор, благодаря которому девушка станет слышать абсолютно все вокруг, как обычный человек. Şuna kalsanız lütfen problem değil. Olsun problem değil. Aslında değil. Проблем будет? Да, По словам Уммат, ее дочь потеряла слух еще в 4 года. После многолетней борьбы с недугом и помощи общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова только 5 лет назад она услышала заветное слово «мама». С тех пор Мадина научилась хорошо говорить. Сейчас у нее своя семья и, по милости Всевышнего, абсолютно здоровые дети. Мама признается, что не ожидала такого быстрого решения их просьбы, за что они искренне благодарны руководителю субъекта за возможность быть по-настоящему счастливыми. Через 5 лет 30 из 500 доком, оборудование, доксихон ответ дел, его ехал и оборудование, что он хилитик цар минут яли. Дели элчирес хал аля аксумцан рамзанина цунгонна. Ишцар элерг деш итхун дойт хайдол шуна. Самое прекрасное в мире – это, конечно, сама жизнь. И очень приятно осознавать, что особенным людям помогают насладиться ею в полной мере. И подобных примеров оказания помощи нуждающимся не счесть. А подарить человеку возможность слышать этот мир – это трогательное благородство. Просьбы и пожелания жителей, обратившихся на прямую линию Рамзана Кадырова, не останутся без внимания. Турпалали Тайсумов, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика.
Теперь у Раяны Сусаевой есть все шансы реализовать свою мечту – стать модельером. Начало положено, ей вручили профессиональный оверлок, а главное – перевели на профильную образовательную программу в колледже. На ее просьбу во время прямой линии главы оперативно отреагировал министр образования и науки. История о том, как солнце светит каждому одинаково, в репортаже Рабиат Гайтиевой. Раяна Сусаева еще несколько недель назад о профессиональной швейной машине могла только мечтать, тая над всех рисуя эскизы в тетради. Ее путь к признанию начался с одного отчаянного и очень смелого шага – вопроса на самом главном республиканском форуме. Сони саишини инстаграмча ишт эфиргенер так тойши яза вертам ошмалах от яшик чукаснерит. Помштек шерса так ос сын ишчарх яза письмо язын чукаснер. В ходе ежегодной прямой линии с главой Чеченской Республики Рамзана Кадырова 15-летняя девушка призналась, что боится огорчить маму. Однако учиться на педагога желания не имеет. Ее просьба состояла в том, чтобы ее семье помогли с приобретением оверлока и устроили ее саму на швейное дело. На обращение мгновенно отреагировал министр образования и науки региона Хушбауди Дааев. Я Сусаева Раяна, мне 15 лет. Рамзан Амач, вы очень хороший человек. Я учусь в колледже, в педагогическом. Меня туда отдала мама насильно. Я очень хочу шить вещи и быть модельером. Я очень мечтала об этом, но у нас нет возможности. Рамзан Амач, из меня не будет учительницы, но я боюсь говорить это маме. Мне жалко этих детей, которых я буду учить. Рамзан Амач, это должно остаться между нами. Когда сказала маме, она сказала, что нет денег. Помогите моей маме купить машинку оверлок и устроить меня туда, где учат шить. Рамзан Амач. Номер телефона. Министр лично встретился с семьей Сусаевых, чтобы поговорить с девочкой. После встречи он заверил ее, что с началом Нового года она уже будет учиться на профильной образовательной программе в колледже. Вот он, инструмент, который изменил жизнь Раяны. Рядом с новеньким оверлоком также профессиональная швейная машинка. Все это теперь ее рабочая станция для будущей профессии. Теперь в жизни Раяны главный вопрос не как признаться, а для кого шить первое изделие. Ее мечта стала четкой целью, которая стремительно реализовывается. Диана Дадашева, мать Раяны, призналась нашей съемочной группе, что до самого момента прямого эфира абсолютно ничего не знала об обращении дочери. Смотрела прямой эфир и смотрю, Сусаева Раяна ол аспо ёхчунг сурян рвайна хакермаяци. Да, мам, это она, это мы писали, Бог. Вот я цель, что это неожиданно. Как? Ты что, Раян, учиться не хочешь? Или что, да? Нет, не хочу. Бо, я же говорила, что я не хочу. И на второй день министр образования Хушбауди нас пригласил. Повторно спросил у нее, желаешь ты дальше учиться? Она категорически нет. Ну все, тогда твоя проблема решена. Сразу мы домой приехали, нам через час где-то вот так привезли оверлок и машинку. Да и рейс хил Рамзанина, Аллах рейс хил дал саюль. Так, он мечтается исполниться диркток. История Раяны Сусаевой стала наглядным уроком, который дало руководство региона. Во-первых, система прямой линии работает не просто для галочки, а для реальной помощи. А во-вторых, талант и искренность молодого гражданина – самый ценный ресурс, который власть обязана беречь. Рабиат Гайтиева, Мусар Хаджиев, Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Еще один оверлок передали Сакинат Дадаевой, она инвалид второй группы. Жительница Грозного обратилась с просьбой о содействии в приобретении техники для улучшения своего материального положения. Оверлок закуплен за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Его передал префект Байсангуровского района по месту жительства заявительницы. Сакинат выразила признательность Рамзану Кадырову и президенту благотворительной организации Аймане Несиевне.
мягкий Рамзан Ахматович прямой эфир, это прямой эфир обращение нир сайна Жак Аверлок езар эл сайна сайя тот закач иец إيش سين قطع سين صوم داقة هم دا سين ويشرق صون جوخ داقة سوق إشتيسنا تدوش سيخ صون ياي أر دا سايو آل أردر ومحكتنا رمزان أحماتويتشنا إشتوى محكنانا أيمانينا صون جوخ زخيتي أرسين خلها عيئنا ليريز خلق مسانا دا سايو. Счастливые истории по итогам прямой линии главы на этом не заканчиваются. У Зайнаб Махмутмурзиевой появилась новая возможность для бизнеса. Мэр Аргуна подарил ей современный фудтрак, который позволяет легко менять локации и привлекать больше покупателей. Мобильное кафе на колесах оборудовано всем необходимым для приготовления, хранения и продажи кукурузы. Репортаж с Аргуна. Одна из жительниц Аргуна прислала вопрос Рамзану Кадырову с просьбой о помощи в приобретении фудтрака. Это автомобильный прицеп, в котором можно готовить и торговать едой, напитками. Исполнение было поручено мэру города Ильясу Масаеву. На следующий день автоприцеп для торговли всевозможной пищей был доставлен для Зайнаб Махмутмурзиевой прямо к центральной елке города. Женщине было очень приятно и радостно увидеть новый торговый ларек на колесах. Как отметил заместитель мэра Зелимхан Додуев, исполнить поручение руководителя субъекта во благо жителей для них всегда отрадно. На Новый год шед махбахом да атахер ошол центральной площади даватина. Дел рейс хелцин лой мосо адман терго яш масамет такю коч. Эзучун дал берктеюл из дал эхтобойлцин. Владелица нового фудтрака поблагодарила руководителя субъекта за столь желанный подарок. Она занимается подобной торговлей уже давно. Особенно нравится варить сладкую кукурузу. И теперь она сможет это делать вне зависимости от погоды. ويبتشيتين داخل دول هم نحت على شقم دول ويبيش حيش ليل نحشش أو خزا دو يجيو سمو نيدو تاق سايبير شنصوام خلصون إيش يحكي. Скоро новогодние праздники, а значит, женщине уже пора готовиться к наплыву посетителей, ведь она будет заниматься торговлей возле центральной елки. В этом фудтраке есть возможность не только готовить вкусную и горячую кукурузу, но также поставить устройство для приготовления шаурмы и мороженого. А значит, спрос будет как зимой, так и летом. Торпа, Лолит Айсумов и Магомед Басаев. Вести. Чеченская Республика. В столичном центре образования имени Ахмата Хаджи Кадырова прошла неделя начальной школы в рамках объявленного главой года начальной школы. 5 дней были посвящены насыщенной программе для младшеклассников, викторинам, театральным постановкам и увлекательным играм. В мероприятиях активно принимали участие внуки первого президента Чеченской Республики. Репортаж Рабиат Кайтиевой. Учебный год с 2025 по 2026 в Чеченской Республике проходит под знаком особого внимания к младшим школьникам. Главой региона он был объявлен годом начальной школы. Эта масштабная инициатива направлена на повышение качества начального образования и всестороннюю поддержку педагогов и создание наилучших условий для развития самых юных учащихся. Мы постарались вовлечь максимальное количество детей, и педагоги все были задействованы. Поэтому в зале так было много победителей во всех номинациях. И нам позволило это создать в зале атмосферу побед, успеха, открытий. Это большой шаг в развитии. Дети учатся держаться на сцене, дети развиваются, у них появляется дух соперничества. То есть то все, что мы делаем во благо наших детей. В Центре образования столицы региона одним из ключевых событий года стала неделя начальной школы. На протяжении 5 дней для младшеклассников проходили разнообразные конкурсы, викторины и увлекательные игры, превратившие учебный процесс в яркий праздник. Ребята соревновались в выразительном чтении, показывали свое видение мира в рисунках и создавали удивительные подделки. Прямо перед сценой расположены подделки младшеклассников, которые они усердно и самостоятельно собирали во время недели начальной
начальной школы. Кульминацией насыщенной недели стала торжественная церемония закрытия. На сцене ребята читали стихи, танцевали всем залом и пели песни для дорогих учителей и одноклассников. Однако одним из самых запоминающихся моментов стала театрализованная сценка на чеченском языке с участием внуков первого президента региона, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. В игровой форме юные артисты помогли зрителям выучить названия различных овощей на родном языке. По итогам недели все участники были отмечены за свои старания и успехи. Каждый ребенок получил почетную грамоту, что стало для них признанием личных достижений. Среди отмеченных были и внуки Ахмада Хаджи, Хасан, Хусейн и Абдулла, что подчеркнуло семейную преемственность, поддержки образования и культуры. Мальчики показали высокие результаты во время всей недели начальной школы. Рисунок сейчас получаем суммета первое место кшеха. Состем кюха участвует даже организатор. Лишь мероприятие шхасхет Ахматилла. Похвал удостоился и Юсуф Мацуев, который проявил выдающиеся способности и стал победителем сразу в 3 различных номинациях. Куда-то мероприятие в спорте, поделки, рисунки. Из грамоты класса Для детей это было настоящее приключение знаний, где можно было проявить себя в творчестве, испытать азарт в спорте, заслужить аплодисменты за свои успехи. Их восторг – это радость от того, что их таланты увидели и оценили. В школе конкурсы поделки спорте. Проведенная неделя начальной школы в Грозном наглядно показала, как образовательные задачи можно решать через праздник, игру и творчество, давая детям мощный заряд радости и вдохновения для новых свершений. Рабиат Гайтиева, Мусар Хаджиев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В спортивной школе Ламан-Ас состоялся турнир адаптивных видов спорта «Второе дыхание». В соревнованиях приняли участие около 80 спортсменов с дополнительными потребностями здоровья, включая команду из Дагестана. В рамках турнира состоялся матч по баскетболу между гостями и сборной нашей республики. В финальном матче победу одержали хозяева. Программа включала также настольный теннис и армрестлинг. Победителей и призеров наградили ценными призами, медалями и благодарственными письмами. Такие мероприятия мы ежегодно часто, можно сказать, проводим, может, каждые 2-3 месяца, потому что они нужны для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья понимали и видели на примере наших спортсменов, что можно заниматься помимо не только любительским, но и профессиональным видом спорта, различными видами спорта, какие бы у тебя не были ограничения здоровья. Наши спортсмены выступают на всероссийском международном соревновании. У нас есть чемпионы мира, чемпионы России, победители, призеры различных других соревнований. Такие мероприятия служат очень большим таким стимулом для людей, которые имеют какие-то ограничения для здоровья. И плюс еще, что на сегодняшний день самое актуальное, это мы хотим показать нашим ветеранам СВО, что они могут заниматься вот так же, как и наши спортсмены различными видами спорта, что у нас есть все условия для этого. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах.